Здравствуйте, пришло время подвести итоги понедельника. В студии Седа Сапарова и сегодня в программе. «15 лет надзора за соблюдением законов». Я благодарю вас за честное служение долгу и мужество. Прокуратура республики отметила круглую дату. Пенсионная реформа 2015-го. Я могу в соответствии с этими данными узнать, какую пенсию я буду получать. Какие новшества вступили в силу в этом году? Кто будет представлять регион на всероссийском турнире? В Свердловске подвели итоги чемпионата республики по вольной борьбе. Гарант соблюдения прав и свобод человека. Сегодня исполнилось 15 лет со дня возрождения чеченской прокуратуры. За короткий срок ведомство признано одним из лучших в стране. Поздравил сотрудников и глава региона Рамзан Кадыров. Подробности у Исмины Гацаевой. Любовь к выбранной профессии и ответственность за принимаемые решения – путь к успешной карьере в любом деле, считает юрист Алексей Котов. Богатый опыт работы в органах прокуратуры позволяет ему не только решать задачи любой сложности, но и помогать молодым сотрудникам. Эта работа требует, конечно, в общем-то, всеобъемлющих знаний в области юриспруденции, в первую очередь государственного устройства, ну и, конечно, полной самоотдачи. По эффективности прокуратура Чечни сегодня занимает лидирующее место в стране, и это после 15 лет со дня воссоздания. Круглую дату отметили в торжественной обстановке. На праздник прибыл и глава региона Рамзан Кадыров. О становлении республиканского надзорного органа с инициативы первого президента Ахмата Хаджи Кадырова собравшимся поведал фильм. Война и беззаконие. Лишь один человек понимал, что так больше не может продолжаться. Я испытываю непередаваемую гордость за то, что вместе с нашим первым президентом, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым лучшими прокурорскими кадрами других субъектов находился у истоков ее становления. И сегодня в качестве первого руководителя констатирую завершение этого процесса. Несмотря на свое несовершеннолетие, прокуратура Чеченской Республики, единой, федеративной, централизованной системе органов прокуратуры России, достойно занимает свое место. Успешно выполняет свои функции по обеспечению верховенства закона, защите конституционных прав и свобод граждан, в особенности наиболее уязвимых жителей. Мы, Рамзан Ахматович, без преувеличения делаем все необходимое для того, чтобы воплотить в жизнь ваши созидательные и правовые инициативы. В том, что сегодня в республике главенствует закон, немалая заслуга и надзорных органов, отметил Рамзан Кадыров. Быть выше догадок, личных отношений и каждое решение принимать согласно букве закона – отличительная черта сотрудников прокуратуры. Этим критериям прокуроры Чечни отвечают в полной мере и достойно справляются с поставленными задачами, сказал глава Чечни. В тяжелый период восстановления республики перед всеми правоохранительными органами стояла одна общая задача. Она заключалась в непримиримой борьбе с терроризмом и экстремизмом. Такая целенаправленная работа за короткий срок дала результаты. Мир и порядок вернулись в республику. Она стала одним из самых стабильных субъектов России. В этом большая заслуга и работников прокуратуры. За эти годы вы заслужили доверие жителей республики, и сегодня наша деятельность обеспечивает в регионе главенство закона. Так, прокуратура принципиально и жестко подходит к рассмотрению дел обвиняемых в бандитизме и их пособников. Ни один из них не должен уйти от ответственности. Я благодарю вас за честное служение долгу и мужество. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе. Действительно, когда смотришь эти кадры, все начинаешь крутить, там, вертеть, все равно там приходит одному тому же мыслью, что действительно власть и общество объединились, закон начал действовать в те годы, самые трудные годы. Это благодаря Ахмату Хаджи, безусловно, потому что он стал впереди всех и всю ответственность взял на себя. Тогда было трудно, действительно было, так скажем,
не видно было. Все думали, что будет завтра. И ни один человек не надеялся, что завтра будет что-то хорошее. Все думали, что будет еще хуже. Но те люди, которые получали высшее образование и были воспитаны в духе патриотизма, вот такие люди, как наш прокурор Шарбод Иванович, и такие люди, вот сидящие Аптир Иванович, Руслан Шахаевич, такие сегодня, которые возглавляют, я имею ведомство, объединились вокруг Ахмад Хаджи, объединились с теми людьми, которые были прокомандированы на территорию Чеченской Республики. И вместе мы все начали делать все для того, чтобы в Чеченской Республике главенствовал закон. Вот сегодня мы уверенно говорим, что на территории Чеченской Республики главенствует закон, что прокуратура или другие структуры, большинство вели разъяснительную работу с теми гражданами, которые не хотят подчиниться закону. И на сегодняшний день есть взаимопонимание, взаимодействие со всеми органами исполнительной власти, правоохранительными органами, спецслужбами. И я считаю, что это тоже большая заслуга, потому что мы начали все вместе, не мешая друг другу, работать, решать главные задачи – это благополучие населения. Сегодня отличившиеся работники прокуратуры были отмечены государственными и ведомственными наградами. Благодарственные письма и медали за заслуги перед Чеченской Республикой из рук Рамзана Кадырова получили более 10 человек. Ясмина Гацаева, Султан Умаров, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Сборная команда Чеченской Республики готовится к чемпионату мира среди лучших спецподразделений мира. Он пройдет в середине апреля в Иордании. В настоящее время команда проводит в горах усиленные тренировки. По поручению Рамзана Кадырова помощник главы региона Даниил Мартынов проверил, как проходят сборы. Он дал высокую оценку подготовке бойцов. Сегодня региональный общественный фонд имени первого президента Чечни, героя России Ахмад Хаджи Кадырова в лице Аймани Несибны преподнес подарок семье Нагаевых из Гудермесского района в виде новой квартиры в городе Гудермес. Они потеряли собственную кровь во время землетрясения и до сих пор скитались по съемным квартирам. Пиян Нагаева с мужем воспитывает 4 дочерей, денег едва хватало, чтобы платить аренду. Теперь, благодаря Аймани Несибне, эта проблема решена. Ключи от новой квартиры вручил заместитель главы администрации Гудермесского района Хамзат Давтаев. Первый президент Ахмад Хаджи фонд Кюгл Хочу, Ваймехтнанс, Аймани Несибны сон, Хашты Сага Нушона квартир. Аймани Несибны Вайпач Рамзани дал Сага Юл. Хонор Ислош Халил дал Бертки Юл Амусмаш. Дерес Халквизендел, Айманина дал Сага Юл Кнаш Визендел. Дал Эту Больцен, дал Мокшелойцен Визендел. В Курчилове презентовали сборник материалов конференции «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государства». В презентации приняли участие помощник главы Чечни Адам Шахидов, глава департамента по связям с религиозными и общественными организациями Резван Дадаев и глава района Идрис Черхигов. Здесь отметили, что иностранные спецслужбы и представители радикальных течений пытаются расколоть верующих во всем мире посредством войны, развязанной США в Сирии. Поэтому важно, чтобы ни один житель республики не позволил втянуть себя в кровавые ряды террористов. В свою очередь, Идрис Черхигов отметил, что в представленной книге выдающиеся мусульманские ученые со всего мира солидарны в том, что суфизм – важная составляющая ислама, и каждый верующий должен ознакомиться с ее содержанием. Особенно внимание уделять диалогу и почву. Молодежь савой бахун бабиш бывает из интернет швадон, WhatsApp швахидон, شاش دان عيل ناديه شاش دان جخاد داخده молодежь عيق وشو كيجير هو عيق وش بالديله استك عيق تبيته هنا الصوت بيته تساعدون شدين انسدون ومن داهي تدون وشريعه طريقه ودوزي تقلش داخنا دون دار ملاعش دون دقيق وشا. И в продолжение темы о профилактике экстремизма, терроризма и наркомании говорили и в Министерстве по нацполитике, внешним связям, печати и информации. Представители различных организаций и ведомств региона договорились вместе работать над актуальными проблемами современной молодежи. Подробности встречи у Азы Исаевой. Главной темой сегодняшней встречи стали проблемы насущные: терроризм и экстремизм, как побороть мировое зло и сделать так, чтобы два этих явления навсегда перестали существовать в современных реалиях. На эти вопросы сегодня отвечал Шаид Джамалдаев. К нему присоединились представители мэрии, администрации муниципалитетов, библиотекари и религиозные деятели. Но есть у нас определенная часть категории людей, которые не считаются ни с чем. Ни с чем. Ни с нашим прошлым, ни с настоящим. Ориентира у них нет и на будущее нашего народа. И абсолютно они за это не переживают.
за народ мудрый переживать, тогда, когда даешь на наш L4, ищешь ваш L4, ищешь на Халбал, ищешь Яхаджихитан, вот с этой молодежью мы должны непосредственно работать. Мы же с вами актив, который непосредственно занимается с людьми. Мы с вами воспитатели в основе своем. Цундера мы вот газету подготовил, выпустил газету, и слава Богу, мы 24 часа в сутки должны работать с активом. Борьба с терроризмом – долг каждого мусульманина, отметил в своем выступлении заместитель муфти Усман Асмаев. Победить зло можно только сообща. За основу своих встреч выступающие берут именно эту идею. Не назидание, а открытый диалог, вопросы и ответы, разговор о серьезных проблемах. دار الشخاء بولشا شو برش شو انتي توصل مبوها يحال وين جندو جينا داس ويبوق بياس تقيات سجع يحال تسقاجتا ويقاهيك ديش توت احو مسار قاهي قرتاني ميما أزبلخا ديك أهوارا تحية خيرات. Пропаганда активной гражданской позиции может стать лучшей профилактикой. Шаид Джамалдаев отметил, борьбу с негативными проявлениями необходимо начинать с самых близких людей, да и старшие в ответе за младших. Заниматься воспитанием детей необходимо со школьной скамьи. Поддержка террористов, в какой бы форме она ни проявлялась, просто недопустима. Руководителем нашего штаба является Делимханов Шарип. Мы первое заседание всех 9 районов провели в Урус-Мартановском районе. И теперь решили с активом поработать. Пообщались с коллективом нашего министерства. И вот приглашенных людей наметили себе конкретные планы действий, и мы по этим планам будем работать. О причинах развития терроризма и экстремизма, об истории их распространения эксперты стараются говорить на доступном каждому языке. И в этом плане немаловажную роль играют библиотекари. С ними и прошла вторая часть встречи. Шаид Джамалдаев попросил составить список литературы, которой, на их взгляд, не хватает в учебных заведениях. Первую партию книг на религиозную тематику и про национальные обычаи раздали библиотекарям здесь же. Аза Исаева, Динара Мурадова, Адам Чекуев. Новости. ЕГЭ туризм не пройдет. Об этом в эфире телеканала Life News заявил заместитель руководителя Рособорнадзора Анзор Музаев. По всей России на пунктах сдачи ЕГЭ ведется видеонаблюдение как в онлайн, так и в офлайн режиме. Помимо этого, в коридорах в период проведения экзамена дежурят сотрудники полиции. Ужесточение контроля еще в прошлом году вызвало целую волну переезда выпускников в другие регионы, где, по их мнению, сдать экзамен было проще. Сменивших место жительства на пунктах сдачи брали под особый контроль. Проверка оправданности смены места жительства будет проверяться и в этом году. Кроме того, повторится прошлогодняя практика, когда школьники сдавали экзамен в определенных для них пунктах сдачи. Запретить переезд и регистрацию в другом регионе мы не можем, но мы определяем пункты, где они будут сдавать. Эти пункты у нас, как правило, в онлайн-наблюдении. Большое количество онлайн-наблюдателей наблюдает. И, как правило, командируем нашего сотрудника, и он в период всего единого государственного экзамена проводит в этом пункте время и наблюдает за тем, как проходит экзамен. Отмечу, что в Чечне прозрачности сдачи ЕГЭ главой региона уделяется особое внимание. Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что результаты испытания школьников должны быть реальными, а также необходимо создать для учащихся равные условия для сдачи единого госэкзамена. Камеры видеонаблюдения установлены в 64 пунктах приема экзаменов. Однако, несмотря на это, в этом году сотрудники Минобразования готовятся к ЕГЭ не меньше. Идет работа над техническим оснащением аудиторий, так как теперь следить за тем, как учащиеся сдают экзамены, будет в Москве. Всего, по прогнозам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в этом году ЕГЭ будут сдавать 800 тысяч человек в 85 регионах России. В республике их число составит свыше 17 тысяч. Пенсионная реформа продолжается. Теперь, пройдя регистрацию на сайте Госуслуг, можно узнать всю необходимую информацию о страховых взносах, пенсионных баллах и длительности стажа. Моя коллега Левтина Банадыкова разбиралась, какие еще преимущества у электронной системы. Тратить свое время самому, приходя в пенсионный фонд, теперь совсем не обязательно. Всю необходимую информацию можно узнать из личного кабинета застрахованного лица. Там количество пенсионных баллов, длительность стажа, периоды трудовой деятельности, размер начисленных страховых взносов и места работы. В общем, если вдруг гражданин запамятовал о том, когда и где работал, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Например, вот у меня стаж 10 лет, 5 месяцев, 23 дня. Количество пенсионных баллов мною заработанных. Дальше я могу в соответствии с этими данными узнать, какую пенсию я буду получать.
Пенсионный калькулятор интегрирован в данную систему, его теперь усовершенствовали и сделали персональным. Например, в новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в баллах и стаж. Гражданин даже может рассчитать свою будущую пенсию. Вы можете, забив туда заработную плату, которая вам начисляется по справке 2 НДФЛ, и также вы можете забить туда ожидаемый период работы, сколько вы планируете работать после достижения пенсионного возраста, но не обращаясь за пенсией примерно. И, соответственно, учитывая все эти показатели, пенсионный калькулятор вам рассчитает вашу будущую пенсию. С 2015 года по-другому будет рассчитываться страховая пенсия. Теперь она зависит от суммы пенсионных баллов. Их стоимости в этом году она составляет 71 рубль 41 копейку и фиксированные выплаты в размере 4383 рублей 59 копеек. Максимальное значение индивидуального коэффициента в 2015 году составит 7,39. Эта цифра напрямую зависит от начислений работодателя. То есть чем больше он платит, тем больше пенсионный балл. Если гражданин обращается за назначением пенсии более поздний срок возникновения права на пенсию, применяется коэффициент повышения фиксированной выплаты страховой части 1%, если менее 12 месяцев он обращается. Если более 12 месяцев, 1,07%. Формулу расчета страховой пенсии также можно найти в личном кабинете. Уже совсем скоро он вновь претерпит некоторые изменения. Например, благодаря его услугам можно будет направить обращение в пенсионный фонд, записаться на прием и даже заказать ряд документов. Левтина Бенадыкова, Халид Мавсаев, Абубакар Абазов. Новости. Ну а мы продолжаем рубрику, в которой рассказываем вам об участниках Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня стоит на защите своей родины. Герой нашего сюжета – ветеран войны Рамзан Балатбиев. Своими впечатлениями о событиях 40-х он поделился с нашим корреспондентом. Вот это самое служил. Рамзан Балатбиев часто любит коротать время, листая фотоальбом. В нем у ветерана Великой Отечественной войны хранится память о своих товарищах и сослуживцах. Так мы смеялись, когда вместе все это обещается. Вы старый, это моя жена мне такой вид давали. Когда я косил, со мной мой баб косил. Скирдовал она, в общем, как мужик помогал мне. Тяжесть мне не давали. В свои 90 лет он редко жалуется на здоровье, только лишь сетует на плохую память. Однако день, когда призвали на фронт, помнит, словно это было вчера. Нас в Грозную отправили в Краснодар, станица Пашковский сад, у Дони, Зеленоград. Боевой путь у нас с Зеленограда, Курмаярск, станица, отбили немцы. Челиково, что я помню. Нижнеяблочная отбили, Сталинград. Там война была жестокая, очень. Рядом, который тебе, хоть ты кричи, ничего не слышно. Небо посмотришь, небо как будто бы, как котел кипит. Ужасно. Под ногами огонь, все земля. Вот такой война была. Добровольцем на фронт Рамзан Балатбиев отправился дважды. В первый раз отказали по возрасту, но со второй попытки все же взяли. Говорит, что спешил встать на защиту Родины. Повлиять на твердое решение юноши не смогли даже родные. Первый раз отец узнал, что я давал зеленый. А второй раз я не скрывал. Потом я сказал, мне уже забирают в армию. А почему вы захотели пойти сразу добровольцем? Защищать Родину. Защищать Родину. Раз внезапно напал на нас, договор был, и он внезапно напал в Германию, на Советский Союз. Сегодня ветеран передвигается с трудом. При ходьбе появляется одышка. Свои медали он бережет, как зеницу ока. Ведь это его гордость. В 255-м кавалерийском полку служило около 1500 человек. Из них вернулись лишь 63 человека. Вот потом мне этот медаль дал. Это государственные, а эти другие. Каждый год юбилей. У меня еще там лежит несколько штук.
Ветерана Великой Отечественной войны Рамзана Балатбиева часто навещают внуки и даже правнуки. Поднять настроение дедушки и вызвать на его лице улыбку лучше всех получается у самого младшего из них. Динара Мурадова, Мурат Эльбукаев, Дани Хавхаров. Новости. В чем секрет голливудской улыбки? Ответ на этот вопрос знают в Грозинском стоматологическом комплексе, где используется самое современное оборудование для протезирования. Уникальность 3D-комплекса «Церик» в том, что изготовление коронок занимает совсем немного времени и не имеет побочных действий. Подробности у нашего корреспондента. Есть какой-нибудь дискомфорт в полости рта? Нет, чувствую себя очень хорошо. Все, тогда ждем вас через полгода на профилактический осмотр. Хорошо. Слова приятные каждому, кто заботится о здоровье своих зубов. Правда, далеко не всегда это удается. Коронки или зубные протезы сегодня можно поставить в большинстве стоматологических клиник. Мода на золотые зубы давно в прошлом. Сегодня эталон – естественная красота. А значит, и улыбка должна быть такой. Прибор нового поколения «Церик». Он создает максимально естественные протезы и коронки. Первый этап – ручная оптическая камера сканирует полость рта и создает 3D-модель. По сети из кабинета стоматолога трехмерное изображение челюсти мгновенно попадает в зубному технику. Он выбирает заготовку подходящего цвета и размера. Парой алмазных фрез протез вытачивается согласно заложенной программе. Раньше нам приходилось изготавливать одну единицу керамическую коронку в течение 2 дней, то сейчас на данном аппарате мы можем изготавливать в течение 20 минут. А также, если нам раньше приходилось снимать слепки с полости рта, то сейчас, не снимая слепок, мы можем просто отсканировать. Пациенты уже оценили немецкую технологию. Зубные конструкции созданы таким способом, конечно, дороже, но качественнее. На такие коронки просто не может быть аллергии, металл не используется. Да и болезненный период привыкания заметно короче. Также один из немаловажных плюсов – это высокая эстетичность этих коронок. Они с высокой точностью повторяют естественные свойства эмали человека, и практически посторонний человек никак не может отличить изготовленную таким методом коронку от своих естественных зубов. То есть не имеется потемнений в области шейки зубов, нет вот этого серого цвета, синюшности. Для борьбы с вирусами в современных клиниках есть специальное отделение, где после каждого пациента стерилизуют все инструменты. Мы полностью смогли переоснастить учреждение, установили новые установки стоматологические, смогли улучшить диагностику. Не побоюсь сказать, что стоматология нашей республики сегодня находится на мировом уровне. Грозненский стоматологический комплекс на сегодняшний день единственное в республике медучреждение, где используют прибор «Церик». Стоматологи заверяют, что полная компьютеризация не просто повышает качество, но и уменьшает риск заболевания. Елизавета Чепханова, Хаважи Мунаев, Абубакар Абазов. Новости. Один из самых популярных видов спорта на Кавказе собрал в Серноводском более 200 спортсменов. В этом году республиканский турнир по вольной борьбе среди молодежи прошел в весовых категориях до 120 килограммов. Не пропустил масштабное спортивное событие Аслан Альбукаев. Здание спортивного клуба «Сунжа» в буквальном смысле переполнено. Любители вольной борьбы съехали сюда со всего региона. Ежегодный республиканский турнир среди молодежи идет уже второй день. Спортсмены соревнуются за выход в финал. Вот такого рода уровня соревнований, что они в районах проводят, это очень хорошее подспорье для молодежи в районе. И хотел бы поблагодарить главу нашей республики за возможность и за те условия, которые он создал для нашей молодежи. В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов с 1995 по 1997 годы в весовых категориях до 120 килограмм. Артур Шамаев, воспитанник Грозненской ДЮСШ, один из тех, кто вырвался в финал. Артур занимается борьбой уже 8 лет. Еще мальчиком, полюбив этот вид спорта, он многого достиг в своей карьере. Неоднократно становился чемпионом республики и является кандидатом в мастера спорта.
Чемпионат республики, также являющийся отбором на всероссийский турнир, подвел свои итоги. Артур достойно выступил в своей весовой категории, но не взял призового места. А все победители получили медали и грамоты. Асан Эльбукаев, Мурат Эльбукаев, Абубакар Аббазов. Новости. На этом все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.